Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора — гражданский активизм. Как выявить инициативу обычному человеку и добиться положительного результата, решить какую-либо проблему. На самом деле тут важно понимать, что сегодня в нашей стране изменилась политическая ситуация немножко. Да? Выстроена вертикаль общественной власти. Сегодня каждый гражданин может выявлять и будировать проблему на самом высоком уровне, будь то городской, республиканский или даже федеральный. Для этого существуют общественные организации, которые позволяют эту проблему выводить на широкое обсуждение на самом высоком уровне. Что нужно сделать для того, чтобы научиться быть эффективным гражданским активистом? То есть тут надо понимать, что проблемы же, вопросы ее решения может быть разные. Можно просто говорить о ней со всех углов. Говорить, что вот плохо, дороги плохие, их не ремонтируют вовремя, там, денег постоянно не хватает, но при этом ничего не предлагая для решения этой проблемы. Можно же подходить более конструктивно. Например, осенью мы провели рейд по дорогам столицы и выяснили удивительные результаты. Оказалось, что 7 дорог в столице попросту никому не принадлежат. Они не находятся на балансе ни у кого, ни у мэрии, там, ни у республиканских властей. В свое время, когда были игры «Дети Азии», были деньги на ремонт этих дорог. Это вот улица Лермонтова, где вот мост, и еще ряд других, даже одна, вот где Короленко, возле Минстроя. Вот. И дороги пришли в негодность только потому, что они не были ни у кого на балансе, никто за ними не следил. Сейчас, например, окружная администрация не может их ремонтировать, потому что это нецелевое расходование бюджетных средств будет. И этот рейд эту проблему выявил. После этого было совещание на уровне заместителя председателя правительства Игоря Никифорова, и постепенно вопрос начал решаться. То есть сейчас определяется уже переход на баланс окружной администрации, и в дальнейшем эти дороги будут иметь хозяина, что, конечно же, отразится на их состоянии. Кроме того, во время этого рейда были и какие-то точечные недочеты выявлены. Было устранены ряд неровностей на дорогах, тротуаров, там были залатаны дыры и так далее. Вот именно этот подход хотелось бы пропагандировать гражданским активистам. Вот иногда стоит не просто говорить о проблеме, а все-таки принимать какие-то действия. Понятно, что власть одномоментно все решить не может, у нее рука до всего не дотянется. Поэтому наша задача как гражданских активистов им в этом помогать, указывать просто, где есть какие-то проблемы, и предлагать методы для их решения. Есть и более глобальные вопросы, например, спорные законопроекты. Многие якутяне до сих пор резонансно обсуждают законопроект о дальневосточном гектаре, тот самый, по которому каждый житель России имеет возможность получить 1 бесплатный гектар, который в течение месяца по его заявке должен ему быть предоставлен. Тщательно изучив этот законопроект, я и коллеги пришли к выводу, что очень много дыр в нем, к сожалению. И именно для того, чтобы эти дыры закрыть, мы выслушали абсолютно широкий круг людей. Это различные экологические общественные организации, политические организации и так далее. Да? И выработали поправки, которые смогут эти дыры в законопроекте закрыть, чтобы, не дай бог, благая инициатива не превратилась на самом деле в какую-то раздачу земель бизнес-структурам или каким-то организациям, которые могут нанести вред как экологии, так и в целом жизни здесь, на территории Дальнего Востока и, конечно, в нашей Якутии. Сейчас очень важно, чтобы эти поправки были учтены на уровне Государственной Думы. Для этого там у нас работают депутаты, которые заряжены этими поправками, и мы очень надеемся, что они доведут это дело до конца. Важно отметить, что здесь не только общественные организации подготовили поправки, но также были со стороны парламента Якутии, также со стороны Министерства имущественных и земельных отношений. То есть важно выступать по таким глобальным вопросам, важно выступать единым фронтом, чтобы эти проблемы и методы их решения звучали из разных источников. Только консолидировав усилия, можно подобные темы снимать.
Если же мы будем просто заострять внимание на этой проблеме, но при этом не предлагать ничего для ее решения, просто выходить с плакатами или там кричать об этом, конечно, мы тему заострим, мы внимание к ней поднимем, да, но мне кажется, что этого будет недостаточно. Помимо этого, нужно еще и тщательно прорабатывать вопросы и все-таки добиваться каких-то конкретных результатов. Вот о чем надо думать в первую очередь. Спасибо.